Нашей гордостью является то, что мы в самом начале, со времен перестройки, со времен начала строительства новой российской государственности, мы поняли, что самое ценное – это, конечно, дружба народов, это мир и согласие в доме, как по политическим, так национальным, межнациональным и межконфессиональным вопросам. Наша задача заключается в том, чтобы мы уберегли тех, кто приехал и, получив визы, получив право на проживание в нашей республике, в первую очередь к нашему менталитету. Одновременно их вопросы тоже решаем, которые они перед нами ставят. Мы приехали из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Наши дети хотят так же, как и татары, русские, чуваши, мордва и другие, сохранить свой язык. Мы открыли воскресную школу при ассамблее, при этом Доме дружбы. Предлагается разделить на модули. Вот и представьте просто, я уж не говорю о взрослой части аудитории, мы говорим сегодня о детях. Что значит детей разделить? Это класс православных, это класс мусульман, это класс иудеев. И к чему это приведет? Что мы дадим православному знание о православии? Да, это хорошо, но он живет здесь, живет в этом регионе. А что он будет иметь, какое он имеет представление, например, об исламе? Я уж не говорю про регион Татарстана, даже брать центральную Россию. Я могу сказать, что за последние 3 года к правозащитникам в Татарстане люди с жалобами на насилие и действия со стороны сотрудников полиции практически не обращаются. Это стало редким явлением. Мне бы очень хотелось, чтобы это так и осталось, чтобы мы имели возможность заниматься какими-то более такими социально ориентированными, что ли, вопросами. Звучали речи о том, что необходим и телеканал. На самом деле есть ощущение того, что я бы с удовольствием узнал побольше о различных течениях ислама и о том, как вообще там, какие есть конфликты, что там шииты, что там сунниты, что там салафиты, в чем там вот эта вот основа.